Обновляй. Итак, ждем 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, дорогие зрители. Я автор ведущий канала Сергей Тихий. Надеюсь, звук есть. Это Виктория. Ты обнови. Как? Вот в эфире. Смотри, сейчас есть звук, нет. В эфире. Смотри, сейчас есть звук, нет. Все хорошо, звук есть. Так, сейчас мы сразу пройдемся по кратким новостям. Я в защиту медиков выступлю, потому что сошлюсь на канал «Хватит молчать». На егошнем канале вышло видео, как в Якутии медики ездят, всем привет, на вызовы, как им выдают просроченные перчатки 2013 года, рваные халаты. Это что вообще такое? Это у И нас. это пообещали медикам. Медики по всей стране жалуются, то, что им не доплачивают за эту пандемию. То есть в России не был объявлен режим ЧС, а только лишь штрафы народу. Нет, чтобы помогать народу, а их просто берут и штрафуют. Это ненормально. Пополнять бюджет страны за счет народа, то есть за счет штрафов. Это ненормально. Почему мы пропадали? У нас суды, огород и свои занятия. То есть скоро мы в суды начнем ходить как на работу. Точнее, уже ходим как на работу. Ну, Всем привет, всем добрый вечер, у кого день, у нас вечер. В общем, Сергей вкратце все рассказал. У нас, значит, суд был второй, где нам присудили штрафы, да, по статье 20.6, часть 1, нарушение самоизоляции, но мы будем оспаривать. Завтра наш адвокат подает апелляцию, да, в Верховный суд. Вот. Мы, наверное, будем единственные. Сегодня я читала статью, я могу вам потом зачитать попозже, что у нас в Якутии очень массово начали штрафовать по этой статье, да. Уже слышала, что мамочек с детьми маленькими штрафуют, ну, вообще поголовно всех. И это просто идет прям массовым потоком. Там уже вот просто там за минуту вот эти вот дела, да, в суде пролетают. да, У нас тоже, да, я даже удивился, то есть буквально 2 минуты на выслушивание, на рассмотрение и 30 секунд на вынесение приговора. 30 секунд. Я специально ради интереса взял, засек таймер. Ровно 30 секунд на одно дело. Прикиньте, как их штампуют там, казну пополняют. Это вообще уму непостижимо. И главное, что вот эта вот судья, именно которая нас судила, Москвитина, она именно вот по этой статье, представляете, вот она вот именно по этой статье, и когда она слушала наши, значит, доводы, да, вот наши объяснения в суде, она прям сидела и улыбалась, ей было прям как будто смешно, да? Да, равнодушно. Да, так она ехидно, типа говорите, ехидно говорите. смотрела. Я все равно вас оштрафую, братки, вы ничего не знаете. Я даже кричала там вот прямо, я протестую. Потом адвокат смеялся надо мной. Прикиньте, друзья, то есть получается улица у нас не предназначена для прогулок. Вы понимаете, что такое тут, блин? То есть лес тоже не предназначается для прогулок. А хотя наш масленыш, я его теперь так буду называть, выступал с речью, что все, режим послабления вам будет. 10 числа он выступал. Судья сказала, болт вам. А не послабления никакого, приказа нету. Хоть кто там пусть выступает, хоть сам товарищ обнуленный. Вот поэтому мы подаем жалобу, потому что был указ Айсена Николаева, нашего главы республики, а получается, что суд даже им плевать на этот указ. Получается, что Айсен для них вообще никто. Вот это вот вообще То есть странно. я предлагаю тогда своим зрителям, если нас так
с режимом ЧС, побрили и начинают штрафовать. Я предлагаю всем абсолютно, кто подписан на меня и кто будет это смотреть ролик, просто подвинуть их с обнуленным. И все. Я думаю, так будет справедливо. Раз нас кидают людей, обычных граждан, тогда я предлагаю их тоже кинуть. Так будет справедливо. А чё? Это реально так. Нас кинули, реально кинули. Голодать, умирать. Да. А еще, если тебе не нравится, пошел протестовать. На, братан, держи тебе штраф. Вообще, как-то получается у нас в Якутске двояко. Получается, вчера, позавчера Авксентьева, да, наша мэра, значит, разрешила гулять в парке. Тут же Айсен объявляет, что у нас в Якутске заболело там свыше 100 человек, и начинаются вообще жесткие, да, рамки нас. Мы не имеем права в городе без маски зайти в магазин, в автобус. Везде мы должны ходить с масками. Самое интересное, что этих масок нет, да. И эти маски, которые одноразовые, они вообще без сертификата, без непонятно чего. Мы смотрели видеоролик, даже медикам приносят вот эти вот маски, там ни даты, ни откуда, не просто пакетик, но это ясно, что это благотворительное с Китая. Нет, это не благотворительность, просто кто-то в Москве купил масочный завод и сейчас строит бизнес. И тут, кстати, было на канале, не помню, что за канал, короче, этот человек рассказал эффективность масок, зачем они вообще нужны, все полностью официальные источники, где это было расположено. И вы представляете, этот ролик просто удалили. То есть им все найти. Сам Пин он указал, когда медики выступали, вот на это все указал в YouTube. И получается, этот ролик за час 100 тысяч просмотров набрал, за час 100 тысяч, и его удалили. То есть им невыгодно, чтобы мы знали реальную правду. То есть ее стараются всячески выпилить, удалить. Ну, это что такое? Да, и вот, значит, наши медики заболели. Я думаю, откуда у нас 76 больных за одни сутки, да? Вот откуда больные короной за 76? Потом выясняю, нашла информацию, что это заболели медики. 76 медиков в Якутске заболели, представляете? А почему? Нахожу видеоролик. Там, значит, они показывают свои средства защиты, да, и жалуются. У них, значит, рваные костюмы, не знаю, там откуда-то ношенные или что. Вот непонятно, какие вот эти одноразовые маски. О респираторах даже и речи нет, вообще никаких респираторов. Потом шапочки там непонятно откуда. А самое интересное, перчатки, да, вот перчатки резиновые, вообще 2013 года, у которых срок истек вообще. В общем, они в таких ужасных условиях работают, у них никакой нет ни дезинфекции, никаких средств, антисептиков, ничего у них нет, они жалуются. Еще им обещали доплату, в итоге ничего нет, никаких доплат, ни зарплат, ну, короче, вообще ужас. Обманывают всячески медиков, так же, как и учителей. На полставки их. Все, держите. В общем, еще я даю 100%, что это ложная информация. Написали, что заболело 170 детей. Это, мне кажется, вообще полный бред. Откуда 170 детей заболели, да? Если все дети сейчас у нас сидят дома. Вообще потом вышел вчера тоже сообщение по всем группам о том, что собрали всех директоров школ, управления образования или где-то, я не знаю, и прям сказали, чтобы ни одного ребенка не было на улице, ни в магазин, ни на площадках, чтобы нигде не было детей. В общем, мы вообще в шоке. Сейчас только вот, да, лето начинается, солнышко, а у нас дети должны сидеть дома, да, это вообще ужас просто.
Просто нет слов. И я даю 100%, что это они специально все вот это нагнетают, специально это вот делают, чтобы мы сидели по домам, Я тут, никуда никаких митингов, тем более по делу шамана, да, у нас сейчас в Якутске тревожно, да, а тут вот прям они ужесточают специально. я тут смотрел, короче, ролик на канале «Без соли», где он обсуждал где-то по борьбе с эпидобстановкой сложившейся, вот, который всем этим распоряжаться, говорит, вы не носите маски, вы все равно заболеете. А если вам что-то не нравится, вы можете взять свой язычок и вставить промеж на том, что вы сидите. Это что, нормально, что ли? Это нисколько даже не нормально. Что там по А, комментариям? Опять пишут: Сергей, ты пополнел. Мадам Виктория хорошо тебя отъела. Скоро будешь тихий круглый. Тихий круглый. Давай сначала, что там мы написали. По Так, ну комментариям вот. сейчас пройдемся. Так, ну вот Кстати, все... хочу всех зрителей новых, кто пришел, хочу поблагодарить за очень такую активность и поддержку нас. Что касается финансов, мы ничего не собираем, сразу говорим. Если вдруг где-то там увидите в моих комментариях, кто-то номер карты оставил, мы не собираем ничего. Так, ну вот тут вот много вопросов по Саше Шаману. Сейчас мы это отдельно поговорим. Так, сейчас я почитаю. Всем привет. Нас потеряли, Сережа, Да, многие. мы потеряли, просто, видите, мы никуда не можем выйти, то есть, получается, нас моментально оштрафуют. Да, Мгм. Так, Волк пошел, мы знаем, да, да. я смотрел у Виктора Алексеевича, он с того же места пошел, откуда задержали Александра. Так, Петр Спиридонов пишет: Серый, здорово. Ты единственный храбрый якут в Якутии. Я так-то уралец. Так, рупор шамана, это кто-то. Рупор шамана это кто? Вика фейк в WhatsApp распространяет, типа 176 детей заболели в Якутске. Да, вот именно это нравится цифра, да, 76 медиков и 176 детей. Прямо вообще супер. Так, Алла, привет с Урала. Да, нас, как всегда, обманывают. Здравствуй, Ник Фриман. Тоже пишет, что ты все круглее и круглее. Не, я хочу все худее и худее быть, но не получается. Мне тут кто-то в комментариях писал, ты когда на работу-то устроишься? Отвечаю вам, снимите карантин, и я, пожалуйста, пойду на работу. Ой, сейчас у нас тут много работы. Сережа сделал мне грядки, много грядок. И я сегодня посадила, такое красивое число, 77 помидоров. И тут на канале было 6777 Да, подписчиков. видите, прям цифра 7 как. Так, трижды хроник пишет, ну это, видать, эра, да? Да. Серега реальный якут. Даже разрез глаз уже меняется. Прошло полгода, Серега по-русски не разговаривает. Петр Захаров, привет. Чита с вами пишет. Хорошо. Тут же смотрел, Леху уже оштрафовали Да, и да. отпустили. Да, очень хорошая новость, что Леху не посадили. Я боялась, что Ну, его прикиньте, посадят. так, по административке вы Да. спите, ну, вам вламываются, вас ломают, замки все спилили, ну, это что такое? Вроде бы никогда так по административке не делали. Мгм. Так, Артур пишет опять. Тут иронично. Тут здорово. Ага, Чё 1 это? июня, говорит, на Икарусе они едут в поход. Ты с нами, говорит. Не. А вы что, на Икарусе, что ли, уже? Так, Сергей Рашид распространял номер карты казначея Виктории. Да, это казначей Виктория Каилана. Ну да, они сначала хотели нам для адвоката, да,
деньги собирать или для штрафа, что-то такое. Но вопрос решился с помощью Сулустан Имран. Она нам очень сильно помогла и помогает. Вот, она договорилась, что все расходы по адвокату будет оплачивать Алексей Прянишников, правозащиты открытки. Спасибо им большое. Алексей, спасибо тебе. Вот. Сулустана молодец. Вот она организовала вот сейчас акцию. Сейчас я вам тоже про нее расскажу. Получается, как флешмоб такой, да, онлайн. Мы тут будет такой большой видеоролик, и туда будут, да, марафон, туда будут добавляться люди с табличкой, да, «Свободу шамана». Вот, и получится очень, надеюсь, большой интересный ролик, где будет много людей известных, надеюсь, и блогеры подключатся тоже. Вот, дальше. Что тут еще пишет? Хорошо, выглядите, спасибо. Нет, я не кассир, еще раз говорю, это не я. Я надеюсь, мы когда-нибудь встретимся с таким великим чудом-мэром города Якутска. Я не скрываюсь, я хочу действительно встретиться, записаться и задать пару вопросов. Это касается моих личных вопросов. Почему тут так все происходит? И по обстановке в городе хочу задать. То есть мне что тут не нравится, как уральцам. То есть, ну, потом расскажу. Угу. Ну, в общем, мы же ездили к Саше, да, вот сейчас надо, чтобы тоже кто-то еще съездил, желательно мужчины. Мы съездили в больницу, показали, вы видели, да, там сидит охранник, никаких комментариев он не говорит касательно Саши, но мы точно знаем, что Саша там, что к нему приходят люди в штатском, но это ясно кто. Они заставляют его отказаться от похода, но он не отказывается, поэтому его там держат. Я так думаю, что они будут его там держать до тех пор, пока он не откажется от похода. А этого не будет, он не откажется. И чтобы, видать, сломить его волю, да, ему дают, да, препараты. Мы точно знаем это, хотя они говорят, да, вот официально, что это снотворное. Нет, но это мы не знаем, что это снотворное. не снотворное. Вот. Никаких законных оснований его там вообще содержать нету, да. Даже адвокату Ольге Михайловне не дают с ним встретиться, не пускают. Ну, в принципе, вы сами видели, как это все развивалось, с чего это начиналось. То есть Да. прекрасно все видели. Вообще, начиная от его задержания, да, вот захвата, штурма, и вот до сегодняшних дней это все незаконно. Это вообще полнейший беспредел, и мы не знаем, как его уже оттуда вытащить, потому что получается, правда на их стороне, а мы вот безвольные, бесправные. Мы, оказывается, даже по постановлению суда, даже улица, вот, где живет Саша, оказывается, не для прогулок. И простым людям там нельзя находиться. Я не удивлюсь, если мы пойдем вот в больницу, да, и нас могут также схватить и сказать, что эта улица не для прогулок. То есть вся, получается, Да. сейчас город Якутск не для прогулок. Угу. Вот. И я не знаю, вот как в правовом ключе вот с ними работать, потому что они вот на официальный запрос адвоката, да, ответил им Минздрав. И там, значит, они черным по белому написали, что это врачебная тайна. Ну вот как врачебная тайна это может быть, если Саша вменяемый, нигде постановления суда нету, что он невменяемый, да, что какую-то угрозу он там представляет кому-то, себе или людям. Этого нету, нигде это не написано. И причем тут врачебная тайна, что там скрывать вообще, да? Тем более от адвоката, когда адвокат официально делает запрос.
А ему отвечают, что это врачебная тайна. Тем более он же теперь официально же его представитель. Да. Поэтому вообще это просто... Что там, набежали боты? Да. Так, Рупор Шамана пишет, мои комменты постоянно у тебя не проходят. Да, кстати, по поводу непрохода комментариев, я вот листаю, то есть у меня получается 3 отдела, 3, ну, кто ведет YouTube, знает, то есть получается одобренные на рассмотрение в папку спам. Вот. И я периодически листаю их, то есть просматриваю, куда не проходят. Вот. И очень часто попадают комментарии в спам, такие как однообразные, там привет, привет, привет. Вот. То есть типичные однообразные, которые уже есть на канале. Или когда вы часто пишете один и тот же комментарий на разных каналах, они автоматически попадают в папку спам. И я вот периодически пролистываю. Я даже хотел сделать ролик по этим комментариям. Там очень много хороших комментариев просто попали в спам. Но я их читаю все равно. Захожу туда, смотрю. О, открытый микрофон, Саянск, привет. Открытый микрофон, приветствую. Саянск. Так, о, Юра Дух, привет, Юра, привет. Герман Бородин. Нет, вы знаете, вообще непонятно. Теперь вот они обещали по 10 минут в день давать телефон, но что-то вообще тишина. Даже не слышал, не Да. видно. Не звонил. Так, вы верите в электронное голосование, которое нам хотят устроить? Нет, конечно, не верим. Будет такая же фальсификация, как Да. с выборами. То есть, получается, они хотят обнулиться и сделать нелегитимным. Я против этого. То есть пусть делают референдум, и в открытом референдуме пусть разбирают эти все поправки, которые есть, они пакетом выносят, да или нет. Но что в этих поправках, неизвестно. Только один Бог знает, что там есть. Они бы взяли, действительно, вот сделали референдум, вот за этот пакет, допустим, вот за эту поправку, да или нет. Вот. Я думаю, то, чтобы товарищ обнуленный, который хочет обнулиться, вот, я думаю, у него бы это не прокатило. А действительно, тот ли обнуленный сейчас правит страной, или это абсолютно другой человек? Пришли. Давно вас не было. Я знаю то, что вы смотрите, что вы мешаете вести стрим. Вот, кстати, мы хотели обратиться, да, к органам, да, непосредственно к тем, кто участвовал в штурме. Вы, конечно, я понимаю, что вы там приказ, да, исполняете, но именно на вас вот прямо первый удар будет, да. Я, конечно, не угрожаю, но я просто информирую. Вы, наверное, смотрели и Мистика, да, канал, и всех блогеров смотрите. И я тоже в это верю, знаю, что есть духи, да, что есть карма. И да, ваш, получается, ваш род, он будет проклят до 7 колена. Это не сейчас на вас это не скажется, но это скажется потом на ваших детях, внуках, там, да. Вообще это скоро будет видно. Вы об этом, конечно, очень пожалеете, что вы сделали вот такое, да. И вы, получается, как бы на вас это сначала, да, отразится, а потом уже на вышестоящих ваших тоже отразится. Особенно на небезызвестном товарище. Который руководил операцией, который Да. приказал меня задержать. Который сначала приказал задержать Сергея, а потом уже приказал задержать уже шамана. Вы видели на видео, там мужчина
уже не молодой, да, седой, лысоватый такой, в маске черной был, да, Я седыми его волосами прекрасно короткими. узнал по видео, пересматривая, потому что он ко мне в СИЗО приезжал. То есть мы прекрасно знаем, кто руководил этой всей спецоперацией. И вопрос, каково тебе сейчас будет сидеться, когда ты обвиняешь невиновных людей? Еще вот скажите мне, что я был виновен. Суд подтвердил, что я не был виновен. И если бы вы, сотрудники полиции, не удалили бы у меня видеозаписи первые с момента моего выезда из дома и доставления в участок, то суд был бы на моей стороне. Но вы побоялись, конечно же. Вы удалили все, почистили. Но у меня же они восстановлены. Если вдруг что-то произойдет, они сами автоматически опубликуются. Не у меня, а на более крупных каналах. Так что извините и признайте свою ошибку. Так, что скажете о Андрее Волке, который продолжает путь шамана Александра Габышева? Честно, ничего не могу сказать. Я ж плотно с ним не общался, он с нами не жил, он постоянно отдельно как-то находился на квартире Айхала. Да, Волк, во-первых, вы знаете мое отношение к Айхалу. Ну, Сергея тоже, да. Да, и, кстати, это, Нахал, я знаю, что ты будешь это смотреть. Где твое обещанное? Ты трус последний, ну. Да, вот недавно Айхал перед вот сам, да, вот буквально там за несколько дней до штурма Саши, да, ОМОНовцами, Айхал публично оскорблял в группе Сергея. Они там прям с Сергеем, да, сцепились словесно, да, и Айхал обещал приехать к нам и, значит, Где? разобраться Я его до с сих пор Сергеем. жду. Где он? Вот. Зачем он это делает, я не знаю. Он периодически, у него вот, как я не знаю, какое-то затмение перед, вот, кстати, я заметила, перед какими-то событиями у Айхала, короче, клинит, и он начинает на меня или на Сергея нападать. Или это какой-то, я не знаю, знак для товарищей этих, или что, когда он кидается на нас, значит, надо на нас там нас хватать, да, или что. Ну, в общем, какая-то закономерность я вижу, да, уже который раз. И вот когда, получается, перед задержанием Сергея тоже с ним там сцепились, он на меня, да. И, в общем, наше отношение к Айхалу очень отрицательное. И тот факт, что Андрей Волк лучший его друг. Ну, про Андрея Волка я ничего не могу сказать, какой он. Ну, я точно знаю, что они друзья очень хорошие, поэтому к Волку у меня тоже отношения, как сказать, ну, не дружеские. Вот. Да, оставь, пусть Ну, продолжают. Бог им судья, пусть что хотят делают. Мы к ним не лезем. Вот мы вообще совершенно их не трогаем, не лезем к ним, а даже и не вспоминаем про них, но приходится, когда они сами появляются перед нами, приходится их вспоминать. А так мы вообще не злопамятные. Я вообще забываю о том, что если меня кто-то обидел, я на следующий день даже не могу вспомнить из-за чего. Я очень не злопамятный человек. Но то, что Айхал не дает о себе забывать, постоянно напоминает, постоянно дергает Сергея, да, вот это вот, конечно, напрягает. Я ему в личку писал, я говорю, приедь по-мужски поговори один на один. Что ты там пишешь, шифруешься? Что она написала? Так, да, если мы будем объединяться, все мировое общество нас поддержит. Так, что тут Петр Захаров пишет, что волк сам по себе. Ну, насчет волка я ничего не могу сказать. Но он мне помогал, там пару видео присылал, и все.
Насчет адвоката Саши, Руслан Самигулов спрашивает, да, пригласить на эфир. Нет, вы знаете, у адвоката своя работа, она работает, и когда будет у нее возможность, да, она расскажет, мы узнаем и вам обязательно скажем. Можно, в принципе, Мгм. если она согласится. Да, мы можем пригласить Сулустану на Если прямой она эфир, да. согласится. Ну, спросим, согласна она будет, нет. Так, Татьяна Тимошенко пишет, нет, мировое сообщество нас не поддержит, не надейтесь. Это ими задумано. Получается, сейчас каждый, что ли, сам за себя. Так, с Дед Морозом связь есть у вас? Я, кстати, Дед Морозу звонил, Мгм. мне что-то надо было. То есть я номер Ага. искал телефона от человека. Вот. Дед Мороз трубку не взял, ну, как обычно. То есть, не знаю, что не общаться. А вот зато с Димой поговорили, да? Да, с Димой Витязь. Дима Витязь, привет. Мгм. С Димой все хорошо. Да, Дима всегда отвечает. Мгм. Вот, что ему не напишешь. Ну, парень простой такой. Мгм. Так, респект Сергею Виктории за стрим. Волков Иоанн пишет. Они дали понять Якутии, что каждый житель России может быть сам себе прокурором, судьей и палачом при захвате шамана в его дом, к его дому. Нет, смотрите, получается, если, допустим, вы видите какой-то такой произвол со стороны силовых структур, снимайте на камеру и выкладывайте в интернет. Зрители все сами сделают, и шум такой поднимется, что мама не горюй. Вот, я говорю Сергею, столько материала есть, а он не делает ролики, ленится. Вот тебя спрашивают, где видео про ледоход? Ты обещал. Да, видео есть на телефоне, я снимал же, там очень много материала снял. И не выкладывает. Я ему говорю, у тебя столько материала, делай ролики, выкладывай. Нет, лежит, Не лежу я. смотрит разные ролики. Нет, я информацию черпаю. Открытый микрофон Саянск. Пишет, Дед Мороз выложил первый ролик про волка, хотя он ему не разрешал его выкладывать. Это мне сказал сам волк. А тогда как Дед Мороз взял этот ролик? Откуда он у него Не появился, знаю. если волк не хотел? Странно. Так, спрашивают, с кем из них общались? Нет, не общались. Они пока не на связи. Ни с Лехой, ни с Витей, ни с Ильей, ни с Игорем, ни с Валентином мы не общались. Единственное, мы, конечно, поддерживали Валентина, дворника, да? Валентина Агатовна. Вот, потому что он заболел. Вот, Сергей с ним переписывался. Помощь там ему, да, вроде кто-то оказывал, да? Угу. Да. Ну, периодически с ним еще, по-моему, Бубен Шамана. Да, Никита Бубен Шамана Никита вот с Валентином постоянно созванивается. Открытый микрофон Саянский пишет, я с ним вчера разговаривал минут 40 по телефону. С кем? С Дедом Морозом, С наверное? Дедом Морозом, что ли? Или с Волком? С Волком, скорее Или с всего. Волком? С Волком. Так, Дед Мороз озвучил, что Волк разрешил ему выкладывать ролики в последнем видео Деда Мороза. Угу. С Волком, 40 минут с Волком разговаривал. Ну, Волк любитель тоже поболтать. Ну. Так, Алина Эпова, страннику нашего шамана хотят укокошить до понедельника. Ну, это, мне кажется, это преступлением будет. Нет, они не должны его убивать. Вы что? Нет.
Так, второй ролик тоже вышел про волка у Деда Мороза. Я смотрел, он, получается, на том месте, где они прощались с Дедом Морозом, уже кто не помнит даже. Вот, если зайти во вкладку популярные, и там видео, где он прощался под грустную такую музыку, и Долли вышла прощаться с ним. Вот это Андрей Волк мне прислал. И я хочу вам сказать, да, вот мы не говорим, нельзя нам говорить о своих планах, да, потому что не только же вы смотрите, да, мы не можем озвучивать то, что мы будем делать, да, потому что не вы только смотрите, нас смотрят из ФСБ, из полиции, да, вот эти все ребята, они нас смотрят, поэтому мы не можем всего сказать, допустим, я не могу сказать, что я вот, допустим, завтра пойду там туда-то, потому что они там же уже будут нас встречать, понимаете, вот. Мы все это делаем скрытно, да. Если бы мы в тот раз вам сказали тоже, вот мы поедем там в больницу, нас бы там уже ждали, вы понимаете, поэтому мы не можем говорить о наших планах, но мы, конечно, планируем много чего, да, ну вот, допустим, вот этот марафон, флешмоб, вы должны, конечно, все присоединяться, да. Вот я сейчас объясню, значит, когда вы будете себя снимать, снимайте вот так вертикально на телефоне, попросите кого-нибудь, сами не снимайте. Вертикально? Да, вертикально, да. Для Ютуба вот так. Нет, не для Ютуба, А для ролика, чтобы гулял в WhatsApp, там везде. Вот именно вот так удобно, потому что вот так вот попросите кого-нибудь держать, кто-то вас будет снимать, да, а я, получается, вот покажу, как берете вот так табличку, да, и сейчас, вот, и вам как будто кто-то передает, или вы откуда-то берите, но чтобы в кадре не было видно, вот, допустим, вот так вы берете, вот, как будто вам кто-то передал, потом вот так вот вы держите, говорите, да, что-то, свои слова, что вы хотели сказать в защиту шамана, и потом как будто вы передаете вот следующему, вот так, понятно? А то я смотрела там ролики, там прям вот тоже Женя Ворон стоит, и прям видно, вот он вот так вот держит, сам себе передает, и вот так вот как-то вот. Нет. В кадре не должно быть видно, Нет, что вы держите. получается... В кадре должно быть, вот ты держишь, да, пусть вам кто-нибудь передаст, и вы вот так вот как будто берете, вот, вам передали, и вы потом следующему вот так передаете. Вот. Да, телефон, когда снимаете для Ютуба вот так вот, а для других социальных сетей. Да, вот так. Но Марина Куимова будет этим заниматься, ей нужно ролики в личку отправлять Марине Куимовой, и она попросила вот так вертикально. Ей будет удобно вот так вот вертикально снимать. Вот, и так что я хочу поблагодарить еще, вот она молодец большая, да, про Марину заговорила. Марина, привет, если ты смотришь. Марина Куимова юрист, очень хороший, и она к нам приезжала, мы с ней знакомы лично. И она, значит, подготовила петицию, да, подписала уже более 1500 человек. Да не больше, наверное. Ну, может быть, сейчас уже больше. Вот. Зоя Кола тоже, по-моему, сделала. У нее 15 тысяч подписей. В общем, молодец Марина, продвигает эту петицию. Она уже отправила, да, по всем инстанциям по правам человека, еще там куда-то там, ну, много куда она отправила уже. В общем, посмотрим, какой это даст результат, эффект может, да. Но второй вот, да, наш, получается... Вылетает, ничего страшного. Бывает. Так, значит, что тут я сейчас почитаю? Комментариям. Открытый микрофон. Саянс пишет, что Волк не хочет афишировать свой поход. Так, сейчас одно послание не прошло. Молодцы, ребята. Так, я снял «Свободу шамана» уже. Юрий Винник пишет. Спасибо, молодец. Так, Тамара Георгиевна. Здравствуйте, соскучились по вам.
Так, открытый микрофон Саянский, его поход освещает Марина, которая помогает ему, а сам он не хочет, не очень хочет снимать. Да, я знаю, я в группе у Марины в Телеграме, она там выложила много видео, как вот волк собирался в поход, где он там был на месте, где Сашу схватили в первый раз, там он поставил, значит, столб Сергея, да, костер священный сжег. Ну, в общем, Марина поддерживает волка. Ну, молодец. Пусть так. Вы смотрели кинофильм «Полет над гнездом кукушки»? Да, конечно, смотрели. Надо его, кстати, пересмотреть уже по новой, да. Когда я его смотрела, я тогда жила в нормальной стране более-менее, да, без вот этого всего произвола. И для меня это казалось что-то прям ужасное, как так? Там это происходит у них, а у нас такого нет. А оказывается, у нас сейчас такое. Надо пересмотреть этот фильм. Уже этот, да, вот все-таки хорошие фильмы, они называются классикой, да, и их можно смотреть через много лет, и они никогда не теряют своей, да, значимости, актуальности. У Вот. меня вопрос к тому поколению в 90-х, которые делали референдум. Вы бы не хотели исправить ту ошибку, которую сделали тогда? Я думаю, вы с удовольствием поможете исправить эту ошибку. Так, стихоплет Дмитрий Свецов идет походом в Новосибирск. Вы в курсе? Да, мы знаем. Кстати, где он? Где он, куда он уже дошел? Он же вроде бы в Новосибирске был. Он же Да, с да, да, да. Новосибирска идет. Да. Дух войны выпущен. Волков пишет. Шаман до Москвы дойти должен летом 2021 года. Пророчество Тамерлана. Нельзя прах великого полководца трогать, иначе начнется война. 21 июня 1941 года. Процесс необратим. Так. Тамара Георгиевна, пожалуйста, мой номер телефона просит. Не Ты надо, давал? не надо. Тамара Да. Георгиевна, я знаю, я не дам вам свой телефон, вы будете отправлять деньги. Не надо. Не надо там Я отправлять. тебе скинул же номер. Да? Тамара Георгиевна прям очень хочет нам отправить деньги. Не надо, пожалуйста. Сейчас такая ситуация сложилась, то что лучше оставьте себе, приберегите. Внукам конфетки купите. Советский Внучки. фильм «Убить дракона». Да, я видела этот фильм. Вот, буквально недавно мне порекомендовали, я смотрела. Да, очень хороший фильм. Так, уже больше 28 тысяч подписей. О, замечательно, Вообще. здорово, вообще здорово. Петр Захаров пишет, в Новосибирске уже давно. Нет, получается, Дмитрий Пипец, он же уже вышел с Новосибирска. Он же живет там в Он же Новосибирске. там живет, поэтому он оттуда вышел. Сейчас вот интересно, где он. И почему он как бы не освещает, да, тоже свой поход, не хочет показывать, как он идет, или потом как-то выложит. У него же тоже свой канал есть. Да, Пипец. Да. Дмитрий Швецов, наверное. Про Сан Саныча Алексеенко, да, тоже знаем. Он сейчас в районе Минусинска, Красноярского края. Что скажете о нем? Ну, мы как бы про него точно ничего не знаем. Знаем, что он идет. Как-то я даже не интересовалась. Так, как в Якутске с коронавирусом? Петр Захаров, я в начале говорила стрима, посмотри, пожалуйста. Там вот такой трындец. Петр Захаров, у нас вообще ужесточили все. Закручивают. Совсем гайки закрутили. Нам нельзя выходить, детям особенно, и нам нельзя выходить, если идти куда-то, то только в масках. И обязательно с
какой-то там причиной, да. Вот я даже вот не знаю, завтра мы собираемся в город. Блин, трубу прорвало, надо в город съездить. У меня вода хлещет, надо поменять. Смеситель. Ну не хлещет, что ты Хлещет там она. Я могу показать, что там хлещет. Она Топит. чуть-чуть капает. Она хлещет там. Это срочная причина, чтобы съездить за новым смесителем. А то тут вода привозная так-то, не халява. Да. В общем, завтра мы поедем в город, снимем ролик, посмотрите, Нет, как у нас не обстановка в городе, посмотрим, потому что уже мне писала тетя еще вчера, что водитель автобуса не пускал людей без масок в автобус, в наш, вот. А Сергей не хочет одевать маску, представляете? Я не буду ее носить. Так, Руслан Самигулов, да, сестра дома, она не изолирована. Вот это и есть парадокс, да. Самое, что интересное, парадокс. Он же больной. Он же был больной. Самое интересное, что сестра с сыновьями дома, все нормально у них, а вот Саша в больничке, хотя он даже не сдавал анализы. Петр Захаров, убить дракона Брюс Ли играет? Нет, убить дракона это наш советский фильм, очень философский. Там как раз тоже хотели, показывают, да, людей, вот народ, какой он, прям, посмотри, пожалуйста, там люди, вот как раз как рабы там, безвольные, вот как раз вот как сейчас. Хотя этот фильм снимали очень давно. Этот фильм 60 или 70-го года, 70 или 80 какого-то. Ну вот в советское время сняли этот фильм, но он актуален сейчас. Посмотрите все, «Убить дракона» называется. Привозная вода в Якутске – это жесть, да. А вы что думали? Люди вон стоят там в колонке набирают, у колонки воды. Подключение за эфир. Ну что, друзья, мы сейчас будем закругляться. Да, уже час прошел. Час прошел. Сейчас отвечу последние последний комментарий зачитаем. Значит, Тамара Георгиевна пишет: будьте осторожны с Айхалом, он же сидел, он же вышел с отряда шамана и пусть отваливает от вас. Спасибо большое. Да, мы знаем, что он сидел. И знаем, за что он сидел. Да, и за что, главное, да. Да, Андрей Горбатовский, снимались наши просто мэтры нашего, да, нашего кинематографа, великие артисты, да, вот Янковский, Леонов, Збруев, еще много кто, да, и они сыграли очень хорошо, просто прям замечательно. Они для меня вот просто, я их открыла с другой стороны, они в таких ролях. Опять вылетел. Давайте зачитаем последние комментарии и все, будем уходить, закругляться. Я попытаюсь что-то там смонтировать про ледоход, хотя это у меня есть все. Так, Сергей, Виктория, может клич к адвокатам кинуть о присуждении Международной Нобелевской премии мира узнику совести режима шаману Габушеву Александру. Попробуем прессовать. Хорошо, попробуем. Так, нужна огласка и полная информация. Подумайте по адвокату, чтобы на эфир пригласить. Хорошо, предложим. У всех сторонников шамана скрутили подписчиков. Вот. Я знаю. У меня скручивали, я просто взял их и скрыл. Пусть дальше скручивают. Да, Ворон тоже сидел. Да. И вот интересно, что Айхал сидел, что Ворон сидел, да, и они друг друга почему-то не переваривают, хотя вроде как бы оба сидевшие. Вот такой парадокс. А я вот не знаю, волк сидел, не сидел. Не знаю. Вот тоже насчет волка не знаю. знаем тоже. О, привет. Черный флаг. Так, сегодня день рождения Иосифа Бродского, ему 80 лет.
Замечательно. Так, где это видно, что адвокат в стрим ходит? Ну, хотя бы... Но ну, она же была в стриме, когда мы приезжали. она, да, Надежда Гатилова, вы что, она же была в стриме, когда мы снимали штурм дома шамана. Алсу, Маски шоу. Алсу, добрый вечер, вы поздненько пришли к нам, мы уже Да, уходим. мы в следующее воскресенье придем, также в 19, ой, в 23, в 21:30. 21:30, все, это по якутскому времени, по московскому в 15:30. Все, всем Всё. пока, Спасибо всех всем, любим, то, что вы с счастливо. нами. Подписывайтесь на канал, зовите друзей, знакомых. Будем дальше освещать, что творится здесь, в регионе Якутска, как будут реагировать на нас товарищи. Всем пока-пока. В следующем, значит, нашем видео ждите новостей, будут обязательно. Все, спасибо, пока. Да.